Должен быть обеспечен комфортным жильем в современном доме с благоустроенным пространством, двором и всеми сервисами, которыми он может воспользоваться, не отходя далеко от дома. В городе, где он живет, должны быть созданы условия для удобного продвижения по улицам и дорогам. То есть город должен обладать развитой транспортной инфраструктурой. Должны быть решены проблемы личного транспорта, создана соответствующая социальная инфраструктура. Благодаря этому у жителей есть возможности для самореализации, занятий любимым делом, создания семьи. Одной из главных задач национального проекта, который администрирует наше министерство, это, естественно, вопрос обеспечения людей доступным и комфортным жильем. Но жилье не просто должно быть, оно должно быть интегрировано в современную комфортную среду. В рамках нацпроекта перед нами стоит очень серьезная и амбициозная задача. Индекс качества городской среды должен вырасти на 30% и сократить число городов с неблагоприятной средой в 2 раза. Одной из важных ролей в этом процессе играет участие граждан в принятии решений по проектам благоустройства. И вы знаете, что одним из важнейших показателей федерального проекта «Комфортная городская среда» и национального проекта «Жилье и городская среда» является участие граждан в решении вопросов благоустройства. И цифры там достаточно приличные, потому что к 2024 году граждане, проживающие на территории конкретного муниципалитета, где принимается решение о благоустройстве той или иной конкретной территории, старше 14 лет, количество этих граждан, принимающих решения, должно быть не менее 30%. Это достаточно серьезная и большая цифра. Поэтому сегодня, реализуя данный федеральный проект на территории конкретных муниципальных образований, перед муниципальными властями, гражданским обществом стоит очень серьезная задача – принимать активное участие в решении данных вопросов. И, конечно, вот тут, когда мы рассуждаем, что же такое умный город, какие сервисы сегодня должны развиваться в том или ином муниципальном образовании, мы, естественно, говорим о том, что граждане должны использовать эти сервисы для того, чтобы высказывать свою точку зрения. И, конечно, тот показатель, о котором я сказал выше, с этим напрямую сочетается. Поэтому, конечно же, когда мы сегодня говорим о том, что современное городское пространство – это пространство с современными цифровыми сервисами, то это напрямую связано с теми задачами, которые стоят в нашем федеральном и национальном проекте. Поэтому здесь нам предстоит серьезно поработать, и цифра, которую я уже сказал, к 2024 году, она действительно очень внушительная. Конечно, город должен быть привлекателен для туризма, город должен быть привлекателен для инвестиций, город должен быть привлекателен для предпринимателей, тогда он становится интересным. И люди, которые живут в городе, они, конечно, тогда связывают свое будущее с этим городом. Поэтому еще одним объединяющим проектом такой цифровой трансформации стал ведомственный проект «Умный город». Еще один проект, который на сегодняшний день администрирует наше министерство. И это еще одна ступень на пути к обеспечению россиян комфортной городской средой. В проекте участвуют все города с численностью свыше 100 тысяч человек и административные центры регионов. Таких городов у нас в стране насчитывается 177. Мы подписали соглашение с 74 пилотными городами. В их числе у нас и Якутск. В помощь в реализации проекта «Умный город» создан банк решений умного города, интернет-портал, на котором размещаются зарекомендовавшие себя на практике решения. В настоящее время в банке решений размещено уже более 350 проектов. Стоит отметить, что регионы, участвующие в проекте, используют дополнительные механизмы и ресурсы. Одним из таких примеров является Республика Саха и Якутия.
Правительством республики подписано соглашение с Дальневосточным фондом высоких технологий о совместной реализации комплексной программы «Умный город» в Якутске. Столица республики станет пилотным городом в реализации и этого проекта. Фонд окажет финансовую поддержку на внедрение системы «Умный город». За счет привлечения ведущих специалистов и профильных технологических компаний, как российских, так и международных, проект будет обеспечен передовыми цифровыми и инженерными решениями. Поэтому я думаю, что тот опыт, который сегодня нарабатывает Якутск, заслуживает особого внимания и, естественно, будет пропагандироваться в том числе и нашим министерством среди других городов Российской Федерации. С целью повышения эффективности реализации проекта «Умный город» ежегодно будет формироваться рейтинг развития городов, так называемый индекс IQ городов. Первый рейтинг появится уже в этом году и будет синхронизирован с международными рейтингами, чтобы его можно было использовать для оценки городов за пределами России. Нужно сказать, что на данный момент таких рейтингов достаточно много. Очень большое количество государств сегодня пытается оценить свои города, присвоить им, ну, скажем так, в кавычках, звание умного или неумного города, набрав туда, значит, некоторое количество определенных характеристик, но нужно сказать, что вообще мировая тенденция сегодня двигается в направлении, что такой индекс должен быть один. И быстрее всего, что рано или поздно мы к этому придем. И, конечно, наши города будут оцениваться по одному международному индексу. Нужно сказать, что в рамках апробации проекта методики расчета индекса IQ городов 177 российских городов из 83 субъектов страны представили в Минстрой России информацию по 60 показателям цифровой трансформации городского хозяйства. В их числе городское управление, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной безопасности, социальные услуги, инфраструктура сетей связи, умная ЖКХ, умный городской транспорт, а также туризм, сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат. То есть мы видим, что набор достаточно большой и охватывает практически все сферы деятельности людей, которые проживают в том или ином городе. При сравнении IQ городов мы будем смотреть не только на величину показателя, но и, естественно, на динамику его изменений. Вполне очевидно, что у городов разные исходные данные. Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в городе и регионе. После того, как IQ городов будет разработан и опробирован, он может быть включен в индекс качества городской среды, который впервые был рассчитан в этом году и представлен, ну, скажем так, на общее обозрение. Это комплексный инструмент мониторинга состояния города. Оценка индекса – это руководство к действию, которое четко подсвечивает, каким территориям и какими проблемами необходимо сегодня заниматься. Напомню, что для определения индекса качества городской среды использовалось 36 показателей, и по этим 36 показателям впервые на 1 ноября все города получили в Российской Федерации такую оценку. Нужно сказать, что это такая фундаментальная оценка, от которой мы дальше будем делать расчет индекс качества городской среды. Следующая отметка – это будет апрель 2020 года, когда наши города также получат оценку, и вот тогда уже будет видно, значит, вернее, по сегодняшней оценке уже понятно, где у кого есть какие, скажем так, красные зоны риска и над чем необходимо сегодня поработать в каждом городе. Но то, что касается уже оценки в апреле 2020 года, это уже будут непосредственные показатели, которые учтены сегодня в рамках национального проекта и федерального проекта «Городская среда». Мы прекрасно понимаем, что у регионов и в муниципалитетах, особенно в небольших муниципалитетах, не хватает финансирования на реализацию тех проектных решений, которые сегодня существуют. Я о них выше сказал, что сегодня в банке решений находится
порядка 350 решений, которые апробированы в разных городах нашей страны и доказали свое право на жизнь. Поэтому на следующий год мы планируем запустить конкурс лучших решений в части реализации региональных программ по цифровизации городской инфраструктуры. По итогам конкурса планируется выдавать городам гранты на сумму порядка 30-40 миллионов рублей. Также считаю важным отметить, что мы активно сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами, используем лучший зарубежный международный опыт. В этом году в Екатеринбург принимал у нас Всемирный день городов, и там на площадках, которые проходили в рамках Всемирного дня городов, мы как раз обсуждали такие решения, которые могут быть апробированы у нас в Российской Федерации. И, конечно, лучшие практики мы будем, хочется применить такой термин, занимать, грамотно занимать. То есть вначале занимать, потом апробировать здесь у нас в России и, естественно, использовать их для того, чтобы развивать наши города. Нужно сказать, что мы очень активно работаем с такой площадкой, как ООН «Хабитат». И исполнительный директор, руководитель данной организации приняла наше приглашение, вошла в состав экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды, а также вошла в рабочую группу по запуску и реализации проекта «Умный город». Поэтому я уверен в том, что профессиональное сообщество, экспертное сообщество, муниципальные, региональные власти, предприниматели, простые горожане, все вместе мы как раз создадим необходимые условия, чтобы решить те задачи по развитию нашего городского хозяйства, для того, чтобы жизнь в наших городах становилась интересней, чтобы наши города развивались, а выше мы сказали о том, что порядка 60 показателей сегодня люди хотят видеть для того, чтобы оценивать городское пространство, давать ему оценку. Это очень высокий и большой запрос. И, конечно, для того, чтобы наши города менялись в лучшую сторону, и происходило это действительно устойчиво, и мы двигались вперед, то нам, конечно, необходимо делать это всем вместе. Поэтому уверен, что и в рамках сегодняшнего форума также будут найдены очень интересные решения. Я уверен, что на тех площадках, которые здесь будут проведены, состоятся очень интересные обсуждения, появятся предложения, мы эти предложения готовы принимать, мы готовы их вместе обсуждать и, естественно, двигаться для достижения общей цели, для того, чтобы, как принято говорить теперь по-модному, чтобы наши города умнели. Вообще, когда задают вопрос, что такое умный город, то ответа на самом деле такого ответа нет. Формулировки такой даже не существует в мире, поэтому есть разные понятия, что относится к категории «умный город». Но я бы ответил все-таки так. Наверное, умный город – это город, в котором нам с вами хочется жить. Это город, где мы чувствуем себя счастливыми, и город, с которым мы связываем свое будущее. Поэтому если всем этим понятиям на сегодняшний день город отвечает, то, конечно, его, наверное, можно назвать умным городом. Ну а все остальное – это наша с вами совместная работа, это применение новых и интересных технологий, и благодаря которым, я думаю, что наши города в Российской Федерации будут меняться. Поэтому хочу пожелать вашей площадке успехов и надеюсь на то, что все те решения, которые будут выработаны, будут направлены и на развитие Якутска, и Республики Саха-Якутия, и, естественно, всего Дальневосточного округа. Но я знаю, что на этой площадке присутствуют и представители, которые приехали из-за пределов Дальневосточного федерального округа. И уверен в том, что все это общение пойдет на пользу и на дальнейшее развитие. Спасибо. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову.
Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые участники форума, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Максим Борисович, коллеги. Конечно, мероприятие, которое началось сегодня, спасибо, и продолжится несколько дней, для нашей республики имеет совершенно необычное, особое значение. Дальний Восток ведь должен стать центром притяжения для тысяч людей, не только для своих жителей, но и из других регионов страны. Такую задачу перед нами поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Для этого комфорт и качество дальневосточных городов и сел должны кардинально поменяться, компенсируя суровый климат, удаленность и прочие наши особенности нашего замечательного Дальнего Востока. На сегодня ситуация, конечно, далека от идеала. Что говорить, для нас сегодня отправная точка является очень правильной и очень показательной, поскольку вся работа впереди. И та работа, которая была начата в этом году, мы надеемся, что итоги этого года оценятся жителями. Естественно, уже эти преобразования видны. Среда становится действительно комфортной. В очень многих городах у нас 7 проектов, которые в этом году начали реализацию. Беспрецедентная программа, поскольку мы строили города, строили дома, жилье, инфраструктуру. Но о комфорте городского жителя мы до того, как начался национальный проект, в общем-то задумывались не в самую первую очередь. Поэтому прежде всего реализация национального проекта направлена на комфорт каждого жителя нашей республики, города, села и имеет, конечно, неприходящее значение. Мы можем бесконечно искать причины, почему у нас на сегодняшний момент ситуация далека от идеала, но самое главное, что у нас есть четкие, понятные стратегии, дорожные карты во многих проектах, как эту ситуацию поменять в самые короткие сроки. У нас на это есть несколько лет, за которые мы должны реализовать национальный проект. И, как уже было сказано Владимиром Владимировичем Якушевым, мы должны значительно улучшить нашу жизнь, качество увеличить, как минимум на 30%. Я думаю, что и после этой работы у нас останется достаточно много, что необходимо сделать. Конечно, Якутия стремится вперед, стремится не просто идти ногу со временем, а формировать стратегию, формировать моду, формировать качество жизни, подход к жизни, к улучшению жизни. В апреле этого года было подписано соглашение с Минстроем Российской Федерации о реализации пилотного проекта «Умный город» в республике Саха-Якутия. Наш город Якутск стал пилотным городом в этой программе. Уже у нас реализовано достаточно много проектов, которые, уважаемые коллеги, друзья, вы сегодня уже смогли изучить, рассмотреть, ознакомиться. Было уже много проектов представлено, была замечательная питч-сессия, были проекты, о которых рассказывали сами инициаторы. Среди них такие известные, как наши уже не только по всей России, но и уже многие страны с таким климатом, как у нас, интересуются, что же такое за якутские теплые остановки, за специальная система мониторинга транспорта. Но мы отвечаем на это очень просто. Вы представьте, если в минус 55 автобус опоздает, и никто не будет знать, когда он появится. Поэтому для нас, конечно, это во многом условия жизни, не просто комфорт, но иногда это средство выживания. Поэтому для нас программа по комфортной среде умного города – это прежде всего жизнь наших соотечественников, наших граждан. Поэтому значение, которое мы уделяем этому проекту, оно совершенно особенное. Хотел бы еще раз поприветствовать всех собравшихся, пожелать плодотворной работы. Повестка у нас действительно очень плотная. Много таких конкретных практических сессий. Вот у нас минимум, как вы уже поняли, минимум политических выступлений, максимум все сделано для вас, для делегатов, для участников, для того, чтобы мы смогли пообщаться, для того, чтобы вы смогли поделиться, для того, чтобы вы смогли найти решения
и подсказать эти решения, в том числе и нам. Спасибо вам большое. Приветствуем всех участников. Слово предоставляется советнику президента Союза архитекторов России, директору Urban Policy Institute Евгении Дмитриевне Муринец. Дорогие друзья, здравствуйте. Не займу много вашего времени. Хочу остановиться на двух важнейших аспектах. Во-первых, это сам проект, сам национальный проект «Жилье и городская среда». Безусловно, это важнейший шаг нашего правительства, нашего руководства, сделанный им 3 года назад, и в этом году получивший особенное развитие, который действительно системно может позволить улучшить качество жизни в наших городах. Это вот я как от лица всего профессионального сообщества говорю, которое у нас очень на самом деле разрозненное, много разных союзов, объединений. Тем не менее, когда есть вот такая большая идея, большая задача, мы всегда сплочаемся и всегда начинаем совместно работать и вовлечены во многие процессы, которые курирует Минстрой, и в частности процесс по конкурсу на малые города и исторические поселения. Замечательный конкурс, всячески его поддерживаем. Мы принимаем участие и в жюри, и в экспертном совете, и наши коллеги активно работают с различными городами. То есть это еще и для нас, ну так, грубо говоря, хлеб, который, скажем так, позволяет нам реализовывать свои возможности и свои амбиции и работать во благо многих городов. Это вот такой вот важнейший момент. И вторая тема – это непосредственно форум, который проходит. Я считаю, что форум нужно проводить, может быть, даже чаще, чем он сейчас проводится, возможно, 3 раза в год или 4 раза в год. И считаю, что вот эта вот образовательная составляющая форума – это очень хорошее подспорье для того, чтобы дать такой хороший старт, импульс городу и субъекту, в котором форум проводится, дать в руки все инструменты, о которых форум говорит, обозначить основных экспертов и основные тренды и стартовать, скажем так, приближаясь к нашим ведущим российским и международным городам в части улучшения качества жизни. Спасибо вам большое. Слово предоставляется директору Агентства развития коммунальной инфраструктуры Московской области Вадиму Евгеньевичу Каретникову. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас от имени Московской области на таком замечательном мероприятии. Мы тоже активно занимаемся умным городом, цифровизацией, много чего достигли. Я бы хотел поделиться опытом, который у нас, на наш взгляд, хорошо прижился и показывает хорошие результаты. Это Центр управления регионом. Сегодня мы в первой части немножко его коснулись. Я сейчас кратко пробегу, что это такое. Это единое пространство, в которое сконцентрированы представители всех ведомств, всех министерств и всех отраслей, которые отвечают на вопросы. Все знаем, быстро решаем и не допускаем. Что это такое? Все знаем. Мы по всем видам направлений проблем и отраслям здравоохранения, образования, градостроительства, мусор, все полностью собираем информацию со всех информационных систем в одну большую базу, начинаем их обрабатывать, стараемся упростить процесс получения заявки или жалобы непосредственно к исполнителю, минуя разные муниципалитеты, например, или городскую администрацию, и думаем, как процедуру эту упростить и сделать короче. За 3 года, с 2018 года, когда запущен этот проект, у нас, вот, например, 3,5 миллиона обращений и проблем, которые были решены. Они ставятся на контроль, не просто в администрацию пришла заявочка и про нее или забыли, или не вспомнили. Все становится на контроль. Мы видим по каждому муниципалитету, по каждому органу региональному
власти, что там за проблемы, их классифицируем и по ним целевым начинаем образом отрабатывать. Вот смотрите, система доброделы – это вот то, что мы все с вами делаем, активный гражданин. Как ни странно, там только меньше трети заявок, большая часть заявок идут в жалобу через муниципалитеты, и когда мы их собрали все вместе, то картинка-то у нас поменялась. До момента понимания, какие жалобы поступают в муниципалитет или ведомство, по данным Добродела у нас одни приоритеты были по отраслям. После того, как мы собрали со всех каналов информации, в том числе соцсети, федеральные и региональные средства массовой информации, электронные средства массовой информации, когда все эти данные собрали, у нас, естественно, тепловая карта изменилась. Вот выглядит это примерно так, то есть все субъекты муниципальной власти распределены по своим территориальным органам, и мы видим, где там желтое, красное, превышение среднестатистических значений, и просто в количествах, и в том числе мы можем провалиться в любую сферу по классификаторам, которые у нас приняты. Быстро решаем, как организован этот процесс. Во-первых, мгновенная доставка до исполнителей. Что это такое? Администрация, когда получила все виды жалоб и обращений со всех видов источников, они определили для себя топ-10 болевых проблем. Они у каждого муниципалитета выяснилось разные. У кого-то здравоохранение, у кого-то строительство, у кого-то мусорки. Начали с ними целевым образом работать и назначили ответственных людей, то есть как у нас есть у каждой проблемы имя и фамилия. И человека с этого спрашивают. Теперь текущий статус мы отрисовали в блок-схеме и попытались оптимизировать это все, чтобы лишние звенья, которые просто пропускают через себя информацию, а зачастую просто задерживают ее передачи непосредственно исполнителю, мы их попытались исключить. И эти внедряем оптимизированные решения. Вот, например, жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Как раньше было? Поступает в электронную систему Мингосуправления, потом он обрабатывается, потом поступает в МинЖКХ, там что-то там обрабатывается, потом направляем рекоператору, и потом, в конце концов, на исполнителя. Это вот конкретно блок, который в этом населенном пункте, на этой территории работает. Сейчас у нас 2 дня. В первый день у нас идет полностью вся модерация, Мингос, МинЖКХ. Мы уже знаем, кто там регоператор, зачем нам администрация, которая нам 2-3 дня, может быть, или регоператор не отработает. Мы сразу на исполнителя и хотим, чтобы это вообще все у нас в один день было. То есть задача поступила, и тут же видит регоператор, начинает с ней работать. Более того, мы ему ставим сроки, мы им ставим KPI. У нас в онлайне все эти заявки и просрочки, и еженедельный рейтинг всех регоператоров, в том числе у министра и у губернатора. Вот так примерно описан процесс, который мы уже спрямили. Как слово такое у нас, скажем так, в последнее время прижилось. Процесс стал короче, раньше он был еще больше. Теперь вот статусы. Вот, например, отраслевые какие-то задачи, вот здесь красные, зелененькие блоки, это значит тенденция, динамика за предыдущие 1, 2, 3, 4 недели. То есть эти вот постоянно товарищи красные. Тут один раз выпали, а тут один раз, наоборот, хорошими стали. Ну и в рейтинге, собственно говоря, все это видно, прозрачно, просто. Самое главное, у нас в системе заведены порядка 3500 записей. То есть от главы, замглавы по всем отраслям, и до непосредственно там начальников отделов управления. Точно так же по ведомствам. Минстрой, МинЖКХ, Минэнерго, там все знают, кто за что отвечает. И вот самое интересное, после того, как мы аккумулировали в одном месте все жалобы, в ЦУРе, это орган, вот, который, собственно, занимается этим всем, мы начинаем выявлять истинные причины, которые зачастую могут быть совсем, на первый взгляд, неочевидны, и трансформируем процессы обработки. Соответственно, то, что я сказал, первопричины возникновения проблем, разрабатываем решение, дорожную карту и применяем решения в каких-то пилотных муниципалитетах. По умному городу тоже я сегодня сказал, что вот несмотря на то, что в Московской области 4 муниципалитета города попали, или 3 в умный город, мы все решения делаем региональными. Все. У нас нету городской одной, городской второй, городской третий. У нас все будет областная. Просто эти 3 муниципалитета первыми внедряют решение. Следом мы его же транслируем
на все остальные. Считаем, что это вот лозунг, который Министерство сейчас строительства говорит, от умного города к умному региону, оно правильно. Плодить огромное количество разнообразных информационных систем нет смысла, они все равно задачу одну и ту же выполняют, а региону проще управлять, рейтинговать и как-то систематизировать, скажем так, работу в целом. Ну, тут расписан один из вариантов решения проблемы, насколько глубоко мы начали погружаться, там проблемы неисправности фонарей, там первоначально нам муниципалитет говорил одни проблемы, после того, как мы их глубже поанализировали, это следствие других проблем. Мы на них вышли и начали, собственно говоря, с ними работать. Вот, например, то, что вы рассказывали про мусор, что нужно сделать, чтобы проблему не допустить. Какая организация отвечает, есть ли у них график вывоза. Кстати, график вывоза мы завели также в эту систему. Каждая машинка заведена, каждый оператор, механик машины, который забирает мусор, он с мобильного приложения фотографирует до, фотографирует после, с геопривязкой. Там уже сложно доказать, что машина там была. Ну, просто невозможно. Срок реагирования, соответственно, все, конечно, первое время визжали, потом привыкли, поняли, что ну, никуда не денешься, технический контроль есть, обеспечен, все начинает работать. Вот то же самое жалобы по сосулькам, там, по мусору, все, что где нужно построить. Это абсолютно все виды отраслевых проблем, любых, какие поступают к нам, мы точно так же отработали. Это долго. Мы по каждому сделали блок-схемы, мы по каждому разработали дорожную карту, по каждому варианты ответов даже. То есть у нас ответ готовится по некоторым, я вам говорил, 4 часа ответ по некоторым видам жалоб. Ну, к примеру, отключение по воде, по газу. Ну, никому не охота ждать там 3 дня. Вот. Система добродел, в которой мы также организовали процедуру голосования на включение в график, например, каких-то участков дорог. Вот, пожалуйста, это одна из самых активных услуг, которые люди каждый день по дороге ездят, они видят, где там ям больше. Собираем предложения, выбираем участки, которые наиболее востребованы от жителей, и просто берем их в план работы капитального ремонта дорог. И все. Не надо ничего такого, как говорится, другого. Также благоустройство, велодорожки. Ну и видите, вот количество, насколько активно жители воспринимают. И вот тоже говорил уже, мы в этом году хотим очень интересный сервис, которого пока вообще нигде нет в России. Мы будем жителей через наше мобильное приложение давать новый сервис, который будет подписывать на информацию о плановых и технологических отключениях от энергоресурсов. То есть, сами знаете, воду выключили в квартале и начинает весь квартал трезвонить. Им одно и то же. Ребята, подождите до 4 часов, все устранят, все нормально. Все линии красные. А если человек подписался, попал в зону отключения, ему придет за день: уважаемый Иван Иванович, у вас отключение, не беспокойте, в 4 часа включат. Все, звонков не будет, жалоб не будет. Мы хотим вот этот как раз момент не допустить появления жалоб, обращений и звонков. Именно таким вот способом. ЦУР выглядит примерно вот так. Это живые рабочие места, на которых сидят отраслевики, там экологи, строители, медицина, закупка, все-все-все. Безопасность, средства массовой информации. Все сидят в одном пространстве для того, чтобы можно было оперативно и отработать, и сделать, соответственно, правильное решение принять в оперативном режиме. Считаем, что за этим будущее. Потому что, когда разрозненные все еще сидят в разных зданиях, в разных помещениях, порой нужно какие-то межведомственные запросы получить, начинается переписка, вот это прогон бумаг, хоть и в электронном виде, все равно. Когда здесь все рядом, получается по факту очень быстро и удобно. И руководитель региона, губернатор мгновенно, всегда у него на планшете вот ту тепловую карту, что я им показал, но его просто всегда с собой. И он едет, к примеру, на встречу с жителями муниципалитета, он просто открывает муниципалитет и смотрит, что у него там. Все. Там не надо придумывать. Это реальная обстановка за любое время. Другое продолжение этого, скажем так, концепта, мы сейчас создаем муниципальные ЦУРы. То же самое, то есть ряд вопросов
Благоустройство, дороги, там, вывоз мусора. В основном это муниципальная тема. Мы то же самое делаем муниципальные ЦУРы. Уже порядка там 40 муниципалитетах. Точно так же созданы ЦУРы. Точно так же заявки, которые неважно с какого канала СМИ, электронная почта, обращение граждан, вот все равно они придут в ЦУР, они распасуются по ведомствам, дойдут до муниципалитета, муниципальный ЦУР, а там, понятно, они быстрее и на месте знают, как это все решить. В едином информационном пространстве, получается, оперативнее стали решать вопросы. Когда все-таки с регионального уровня задачи дают вниз, это не то. А когда вот уже в муниципальном ЦУРе, там человек 10-12 сидит, одну-дву отрасль они курируют. Они уже знают, кому звонить, что сделать, где какие болевые точки. Это получается очень эффективно и хорошо. Вот это вот карта, которая показывает работу ведомств или муниципалитетов. То есть мы им конкретно ставим задачи. В этой задаче может быть 5 подзадач. И пока вот он их все не отшлепает, и мы не проверим, приложит документ или карточку или фотографию, у него 100% не будет. Она приходит к нам на модерацию, наш областной или региональный, муниципальный, там, если это муниципального уровня, сотрудник ответственно подтверждает, что да, задача закрыта или не закрыта. И только тогда вот, понятно, мы до конца вот эту зеленую дорожку пробежим, значит, муниципалитет по всем своим вопросам отработал. Схема рабочая очень хорошо себя показала. Полгода мы поработали, поняли, что нужно блоки сокращать. Например, ЖКХ, энергетика. Там много вопросов. ЖКХ свои. Энергетика, там и отключение плановые. И там летом копают, начинают выкапывать провода, там СНТшки там обесточивать. Или вода, или что-то такое. Людям долго, чтобы не ходить, некоторые не знают по отраслевой специфике вопрос, к какому ведомству относится. Мы их просто по жизненным ситуациям развели. Вот ЖКХ, транспорт, медицина, образование. И уже эти блоки для губернатора, например, для оценки настроений жителей в муниципалитетах, это проще. В нее провалиться можно конкретно узнать, что, где. Но вот по большому счету, это же и лекарства, там, и сами очереди в больнице, и оснащенность, и наличие вообще поликлиник. Это разные отрасли курируют. Но это все равно про медицину. Мы посчитали, что так будет понятнее, и как-то в одном месте все будет сконцентрироваться. Концепция ЦУР тоже вот здесь. Жалобы, госуслуги. Все, которые на портале, у нас более 100 государственных услуг на портале в электронном виде. И, соответственно, отраслевые, безопасность заканчивают, торги и контракты тоже отдельная тема, которая нам колоссальную экономию на госзакупках позволила получить. Естественно, строительство – это у нас дольщики, это площадки, это новая застройка, целая карта новых строящих объектов. Все эти сервисы, кстати говоря, из отраслевых систем данные переданы в ЦУР, выведены в региональный портал информационный, называется РГИС. rgis.mosreg.ru. Можете набрать в интернете. Это региональная геоинформационная система, в которой все важнейшие данные по всем отраслям есть. Там порядка сейчас, наверное, 100 слоев по всем отраслям. Заходите и получаете официальную информацию. Не надо лазить на всех сайтах, и которых очень много. Можно на одном сайте получить. Вот, собственно, все. Такой у нас опыт в части управления и создания центра управления регионом. Хотелось бы поделиться. Если есть желание более подробно, пожалуйста, приглашаем, покажем, расскажем. Спасибо. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Сахалинской области Вячеславу Владимировичу Оленькову. Коллеги, добрый вечер. Для начала позвольте выразить слова благодарности Министерству строительства Российской Федерации Владимир Владимирович, Максим Борисович. Спасибо большое. Также коллегам из Якутии за возможность участвовать в таком форуме. Действительно, тема умного города для нас очень важна и актуальна, и очень сложно, может быть, его объять, потому что он действительно в разных направлениях развивается. И вот обмен опытом между различными регионами, лучшими практиками, это, конечно, для нас очень важно и действительно очень полезно. Я хочу сказать, что умный город для нас это важнейшее направление, и наша столица, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, является одним из пилотов, который активно реализует программу «Умный город».
но мы также, как коллеги, поддерживаем расширение функционала от умного города к умному региону, вот то, что сегодня обсуждали, в том числе в пленарной дискуссии, потому что многие решения мы делаем сразу на региональном уровне, для того, чтобы их можно было тиражировать и на другие муниципальные образования, которые, может быть, сейчас не участвуют как пилотные в проекте «Умный город». И некоторыми решениями я хотел бы поделиться. Ну, первое, что касается работы с обращениями граждан, с вовлечением горожан в развитие города, региона, это, конечно же, аналог активного гражданина у нас называется «Сахалин онлайн», который позволяет работать, обращаться с жителями с вопросами, с проблемами, участвовать в обсуждении проектов благоустройства территории. И у нас там более 80 тематик. Мы большое время и как бы задачу уделили именно оптимизации процессов исполнения этих обращений, так как важно, чтобы это была не просто какая-то информационная система, но и действительно те обращения, с которыми жители обращаются, они реализовывались в установленные сроки в разы быстрее, чем это делается по официальным каналам. Также мы расширили этот сервис, у нас появилось дополнение, это бизнес Сахалин онлайн, то есть фактически мы сделали такой же аналог для предпринимателей. Они тоже могут обращаться с жалобами, с предложениями, участвовать в жизни, инвестиционной жизни региона, и это тоже и сервис по работе с другим направлением населения, это с предпринимательским сообществом. Также губернатор Сахалинской области Валерий Шлемаренко принял решение, что обращения в социальные сети являются также официальным каналом, они у нас также ставятся под контроль исполнения, и все обращения жителей в социальные сети отрабатываются, и, соответственно, жителям дается обратная связь по реализации тех или иных их предложений или жалоб соответствующих. Следующий проект – это социальная карта сахалинца. Понятно, что по ней можно ездить в транспорте, получать социальные услуги. Этот проект был реализован в этом году. Также жители получают соответствующие скидки в торговых сетях, и мы постоянно расширяем количество торговых точек, которые подключены к этой сети. Кроме того, она интегрирована с базой Министерства социальной защиты для того, чтобы можно было видеть в том числе конкретно, у каких жителей могут быть соответствующие проблемы, и персонально, адресно оказывать им социальную помощь. Кроме того, у нас существует проект в рамках этой социальной карты «Активное долголетие», когда жители старшего возраста могут бесплатно по этой карте посещать соответствующие культурные мероприятия или спортивные какие-то мероприятия. Таким образом, также мы их вовлекаем в активную среду, в активную жизнь, несмотря на то, что казалось бы, что им это может быть раньше было недоступно, сейчас для них это доступна совершенно услуга. Следующее направление, все, что касается здравоохранения, мы централизовали медицинскую информационную систему, у нас все поликлиники находятся в единой информационном пространстве, все поликлиники подключены к широкополосному доступу в интернет, сделали единый медицинский архив всех изображений, и это позволяет очень быстро реализовывать соответствующие сервисы. У нас также работает большой набор проектов, связанных с бережливой поликлиникой, направленных на оптимизацию деятельности самого учреждения, чтобы очень быстро оказывать услуги для населения, сокращать очереди, видеть расписание врачей. Кроме того, был запущен проект 1300 телефон, когда жители могли позвонить, записаться к врачу, но не только записаться, но дать обратную связь, которая также у нас отрабатывается, как и все обращения граждан. И если там есть какие-то вопросы, то они ставятся под контроль и наводится порядок. Кроме того, мы сейчас запустили проект телемедицина, то есть когда можно обратиться к врачам какой-то специализированной категории, которая у нас, может быть, на Сахалине не так есть в нужном количестве, и у нас уже из 36 поликлиник 16 используют услуги телемедицины и проводят соответствующие консультации с врачами, которые находятся за пределами Сахалинской области. Тоже очень эффектный проект у нас получился. Также активно уделяем вопросам, связанным с безопасным городом. Вообще, если так вот, как мы для себя определение делаем, что такое умный город, тоже надо какую-то все равно на чем-то концентрироваться, то умный город – это комфортная и безопасная среда, плюс цифровая трансформация городского управления. Ну и не только городского, но и регионального, как я уже сказал. Так вот, безопасный город для нас это был самое первое, с чего, может быть, мы стартовали. У нас развернуто интеллектуальное видеонаблюдение, закрыт полностью периметр города с распознаванием лиц, с распознаванием номеров. Это уже существенно сейчас влияет на безопасность городской среды. И сейчас мы, кстати, эти камеры начинаем использовать, подключаем их к искусственному интеллекту
проекту для того, чтобы распознавать, например, неубранный мусор, там, снег и так далее, и так далее. То есть, так как камер много, можно эти данные уже использовать. И в том числе, вот, кстати, вот у нас была стартап-экспедиция из Якутска, за что им, кстати, очень благодарны. И наш стартап победил там, как раз занят тем, что идея такая, что распознавать, сколько человек принимает в тех или иных участиях, ну, то есть по камерам можно видеть, сколько человек принимает участие в том или ином массовом мероприятии, в том числе для нас это важный момент, чтобы видеть, насколько жители вовлекаются в процесс тех мероприятий, которые проводит соответствующий город. Также у нас создана единая диспетчерская служба, которая объединяет 16 различных городских служб городского хозяйства. И мы также этот проект планируем расширять до уровня, ну, ситуационный центр или центр управления регионом. То есть этот тренд мы тоже поддерживаем. Очень важная инициатива. Хотелось бы сказать, что очень важно, когда мы говорим про цифровую трансформацию госуправления, значит, мы имеем в виду не только цифровизацию, цифровые проекты, это очень важно, это нужно делать, и мы реализуем большое количество проектов, но и те проекты, которые вот реализуются в логике эффективного региона. То есть это оптимизация процессов, совершенствование процессов, повышение скорости их протекания, потому что очень важно, чтобы сервисы оказывались для жителей качественно, быстро, в срок, и у нас уже в этом году было запущено более 250 процессов в разных отраслях, связанных с оптимизацией процессов. 101 из них реализован, которые дали существенный эффект по сокращению очередей, времени реагирования на аварийные ситуации, выдачи, более быстрого выдачи разрешений на строительство и так далее, и так далее. И в следующем году мы активно планируем эти проекты развивать. Одни из направлений, которые мы в следующем году выбрали себе для приоритетов, понятно, проектов много, но приоритеты у нас следующие. Это цифровая платформа управления строительством, реализуется большое количество программ строительных, и мы сделали технологию, которая позволяет очень быстро оцифровать все стройки и поставить их под контроль физических объемов. Это платформа управления твердыми коммунальными отходами. У нас в этом году уже реализован пилот, и в следующем году мы планируем завершить эту работу, связанную с контролем за оборотом твердых коммунальных отходов, в том числе автоматизация деятельности региональных операторов, для того, чтобы эта деятельность стала более прозрачной и понятной. Следующее направление – это создание единой базы всех обращений жителей, независимо от того, по каким каналам они обращаются, для того, чтобы можно было оперативно реагировать на любые обращения. И также мы планируем нашу социальную карту сделать банковской, для того, чтобы она позволяла в том числе оказывать банковские услуги для населения, используя социальную карточку, и расширить ее на большее количество жителей нашего региона. Ну, собственно, спасибо большое, коллеги. Да. Слово предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Владимиру Викторовичу Солодову. Спасибо, уважаемые участники форума, дорогие друзья. Но я буквально несколько слов хотел сказать. Прежде всего, еще раз от имени Республики Саха-Якутия поблагодарить Минстрой России, лично Владимира Владимировича, за сегодняшнее замечательное мероприятие. Нам очень важно и лестно, что в Якутии, в городе Якутске, в городе самом холодном на земле, мы обсуждаем вопросы городского развития. Это абсолютно не случайно, потому что для того, чтобы выполнить ту задачу, которая перед нами поставлена президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, об удержании людей на Дальнем Востоке, о привлечении людей на Дальний Восток. Конечно, городская среда, качественная, комфортная, умная городская среда – это огромный фактор для выполнения этой задачи. Наверное, обязательный фактор, без которого мы не сможем такую поставленную перед нами амбициозную задачу выполнить. Я буквально несколько тезисов хотел сказать, которые, на мой взгляд, можно извлечь из опыта Якутска. Вы с ним знакомились в рамках работы в дискуссиях, в городе, в выступлениях, но мне хочется несколько точек еще раз обратить внимание. Первое, что мы делаем вывод для себя и какой стратегии мы придерживаемся, что нельзя поменять среду одновременно везде. Нужно выбрать несколько точек, сделать их яркими, сделать их привлекательными и потом из них собирать сеть. И вы видели, что такими точками становятся общественные пространства наши, такими точками становятся современные архитектурные решения в городе. Нам еще очень много предстоит сделать, потому что пока это первые вкрапления. Но именно с таких точек кристаллизации, мы уверены, и начинается изменение комфортной среды, и начинается создание умного города. Второе, что умный город все-таки не про места, а про людей.
И очень важна эта связка сообщества вот с этими точками. Точка без сообщества мертва. И наоборот, сообщество, когда оно получает точку применения, потом становится деятельным актором. И чем дальше мы анализируем и свою работу, и строим свои планы, мы все больше акцент ставим именно на связь сообщества и пространства. Третье, что, конечно, нам нужно вовлекать людей как можно больше. Это уже прозвучало, банальная мысль, но она не менее важна. Мы много сейчас делаем, чтобы собрать инициативы вовлечения граждан, все программы инициативного бюджетирования воедино. В следующем году мы выйдем на сумму около 1 миллиарда рублей, которые по республике будут направляться по различным программам с учетом мнения граждан. Ну и, конечно, цифровые технологии, много про это говорили. Активный гражданин. У нас система OneClick, в которую мы верим, что она сможет ускорить нашу трансформацию и быстрее достичь тех задач, которые перед нами стоят. Спасибо за внимание. Дамы и господа, начинается церемония подписания трехстороннего соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Для участия в церемонии подписания соглашения приглашаются министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко, мэр муниципального образования городского округа город Южно-Сахалинск Сергей Александрович Надсадин. Внимание! Подписывается соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правительством Сахалинской области и администрацией города Южно-Сахалинск. Соглашение предполагает реализацию пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в городе Южно-Сахалинск в Сахалинской области. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Слово предоставляется губернатору Сахалинской области Валерию Игоревичу Лимаренко. Дорогие друзья, добрый вечер. Такое дело бы подписать, конечно, электронной подписью надо было бы. И обменяться в социальных сетях этой информацией с коллегами. Но я думаю, что пресса, которая здесь присутствует, свое дело сделает правильно. Хочу сказать, что любое событие такого плана, который проходит сегодня, конечно же, это шаг вперед. И сегодня мы подписали соглашение «Умный город». Знаете, я вам скажу так. Несколько лет назад, когда появился, вообще говоря, вот этот тренд на диджитал-технологии. К нам пришли, я тогда работал в группе компании «Атомстройэкспорт» президентом, и мы тогда, конечно же, проектировали все в цифре и строили с использованием цифры, и у нас был инжиниринг, мы работали на международном рынке, и коллеги наши, американцы, французы, японцы, китайцы, все конкурировали. Мы занимали переднюю позицию на этом рынке. И когда пришли и спросили, что такое «Умный город» к нам, я пригласил своего заместителя, здесь он, наверное, присутствует, Оленьков Слава. Я его пригласил и говорю: послушай, давай мы придумаем концепцию, что такое «умный город». И первый тезис, который прозвучал,
это должно быть удобно для человека. И все, что мы будем говорить об умном городе, должно строиться вокруг конкретного человека. То есть это не просто умный чиновник или умный губернатор или умный директор со своим с бизнесом, а это человек современный, умный, который живет в этом городе и может пользоваться услугами, удобными и отвечающими современным требованиям. И когда мы подписывали этот документ, я вспомнил об этом случае. И, конечно же, мы сейчас в Южно-Сахалинске и, конечно, в других городах занимаемся этим проектом. И в первую очередь мы рассчитываем на то, что он будет удобен человеку. Итак, цифровой стандарт в области медицины. Это технология, которая позволяет каждому врачу вести индивидуальную карту каждого пациента. И теперь пациенту не нужно будет бегать по разным врачам для того, чтобы носить свою карточку медицинскую. Теперь она будет формироваться, и он может попасть на консультацию в другой город, в другую страну со своей карточкой. И сегодня мы проводим телеконсультации, телемедицину для наших пациентов и поставили задачу через телемедицину, через цифровой стандарт в области медицины вообще уйти от очередей в поликлиниках. И вот эта вот совокупность тех цифровых технологий, которые применяется в медицине, она именно нацелена на то, чтобы как можно быстрее выйти из этого кризиса, когда человек не может попасть в поликлинику или не может попасть на прием к врачу узкой специальности. Безопасный город – это тоже для человека. Сегодня ни один человек не может попасть на Сахалин без опознавания. То есть, как только он вступил на Сахалинскую землю, его уже портрет попадает в информационную систему. Он уже здесь. И если что-нибудь случится, то ни одна машина не может выехать из Южно-Сахалинска, потому что распознавание номера обеспечивает выезд и въезд каждой машины. Сегодня безопасный город работает на человека, потому что окно доверия в медицинских учреждениях тоже выведено на диспетчерскую «Безопасный город». И если кто-то пожалуется, что его не так приняли, то эта информация тут же может попасть и министру здравоохранения, и попасть может непосредственно главному врачу или губернатору, поскольку это вопрос социальной значимости. Социальная карта гражданина – это тоже один из проектов. Таким образом, вот все проекты, которые существуют, они в совокупности с собой являются составными частями умного города. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами, когда мы подписывали этот важный документ. Слово предоставляется мэру муниципального образования городского округа город Южно-Сахалинск Сергею Александровичу Надсадину. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги из Республики Саха-Якутия. Прежде всего хотел сказать огромное спасибо за это мероприятие. Очень хорошо структурировано, хорошо организовано, очень заботливое и такое трепетное отношение к участникам. Поэтому желаем, чтобы таких мероприятий было больше. Это первое. Что касается того, что мы буквально сейчас парафировали своими руками, то есть подписали соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации в городе Южно-Сахалинске, скажу прямо и откровенно, для нас это большая честь на такой площадке зафиксировать наши намерения. Безусловно, Южно-Сахалинск динамично развивается, особенно в последнее время. И, знаете, вот внедрение современных цифровых технологий, формирование комфортной городской среды – это все единые процессы. Владимир Владимирович, мне очень понравилось ваше определение умного города, когда вы сказали, что этот город, где должны жить и живут счастливые люди, город, куда хочется вернуться, город, с которым связываешь свое будущее. Вот именно этим мы будем заниматься. Спасибо огромное. Всем хорошего настроения. Заключительное слово предоставляется министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиру Владимировичу Якушеву. Уважаемые друзья, я, во-первых, хочу поздравить своих коллег с подписанием
Я в своей вступительной речи говорил о том, что у нас 75 соглашений, теперь 76, что у нас на сегодняшний день в банке порядка 350 решений. Я просто уверен в том, потому что, ну, наверное, очень важно даже не столько, сколько люди перечисляют того, что у них сделано в регионе или в муниципалитете. Очень важно, с какой интонацией они это говорят. Я думаю, что оба выступающих настолько заражены этой темой, что в хорошем смысле этого слова, что мы прекрасно понимаем, что действительно это люди, которые этой темой будут заниматься всерьез и надолго. Поэтому я уверен, что в нашем банке данных после этого соглашения вот этих практик будет гораздо больше. Поэтому я думаю, что вот в этом нашем решении будет очень много хорошего и доброго. Но от себя лично, от лица министерства, я еще раз хочу поблагодарить всех участников за то, что вы здесь. Я хочу поблагодарить всех, кто действительно занимается сегодня не столько, наверное, по долгу службы, сколько по зову сердца такой серьезной темой, как умный город, комфортная среда для жизни, потому что действительно это важно. Это важно для вас самих, это важно для тех, кто вас окружает, это важно для нашей страны. Поэтому всем нам хочу пожелать успехов и хорошего движения вперед. Уважаемые участники Дальневосточного форума «Умный город. Комфортная среда для жизни». На этом первый день форума завершается. Всем спасибо, до свидания, ждем вас завтра.